Последние новости за сегодня. 7 часов Ворух. В Ворухе все спокойно, не слышно обстрелов, пишет инстаграм-страница Ворух Ньюс. По данным источников, Азия Плюс, в Чаркухе и Хаджай-Ало тоже все спокойно. 7 часов 15 минут из Сфара Баткин. Последние данные по пострадавшим в конфликтах: более 200 раненых, погибли более 20 человек. Источники «Азия Плюс» в городе Исфара и Бабаджон Гафуровского района сообщают о более 90 пострадавших и около 10 погибших с таджикской стороны. По данным Минздрава Кыргызстана, на 7 часов 50 минут сегодняшнего утра, по бишкекскому времени, 134 граждан этой страны получили ранения, 13 убиты в ходе боестолкновений. Восемь часов 7 минут Душанбе. ООН обеспокоена ситуацией на границе Таджикистана и Кыргызстана. Организация Объединенных Наций с беспокойством следит за ситуацией на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом в четверг, 29 апреля, заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак. Отмечается, что ООН будет приветствовать прекращение огня в зоне эскалации. Мы следим с беспокойством за этим, мы видели эти сообщения. Мы также в курсе, что оба государства, Таджикистан и Киргизия, заявили о том, что они договорились о прекращении огня. Если это действительно так, мы будем приветствовать это, заявил он на брифинге. Хак добавил, что ООН призывает обе стороны к переговорам и решению разногласий мирным путем. 8 часов 30 минут Чоркух. Сейчас в центре Джамаата Чоркух Исфаринского района. Наш корреспондент находится там и говорит, что все спокойно. 9 часов Исфара. Кыргызстан в очередной раз нарушает режим прекращения огня. В Джамаате Кулканд города Исфары кыргызская сторона начала обстрелы, сообщил источник «Азия Плюс» в администрации города. 10 часов 10 минут Душанбе. Короткая хроника конфликтов на таджикско-кыргызской границе. Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана начался 28 апреля на участке водораспределительного пункта «Головной» между жителями приграничных районов двух стран. Погранвойска Таджикистана заявили, что водораспределительный пункт находится в верховьях реки Исфара, вблизи села Хаджай-Ало Джамаата Чоркух, однако Кыргызская республика в одностороннем порядке оккупировала данное сооружение. Там подчеркнули, что конфликт произошел при подстрекательстве граждан Кыргызской республики во главе с председателем района Батки Наразовым Акылбеком. Тем временем, погранслужба Кыргызстана сообщила, что конфликт возник из-за того, что на территории участка «Головной водораздел» таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения. Конфликт продолжился и на следующий день, 29 апреля. Позже погранвойска Таджикистана заявили, что кыргызские военнослужащие открыли огонь по таджикским пограничникам. После этого вооруженные столкновения начались сразу на несколько участках таджикско-кыргызской границы. Вечером по инициативе кыргызской стороны прошли переговоры министров иностранных дел двух стран. Стороны отметили необходимость решить данный конфликт в дипломатическо-политическом русле. Позже в городе Исфара состоялась встреча глава ГКНБ Таджикистана Саймумина Ятимов и полномочного представителя правительства Кыргызстана в Баткенской области Амурбека Суваналиев. Стороны подписали совместное заявление и договорились прекратить конфликт. В настоящее время в приграничных зонах относительно спокойно, но ситуация остается напряженной. 10 часов 20 минут Исфара. Глава Согда призвал жителей Исфары не поддаваться на провокации.
Председатель Сагдийской области Раджаб Бай Ахмадзода по личному поручению президента Таджикистана сегодня утром встретился с активистами Исфары. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сагдийской области. На встрече глава области отметил, что по инициативе правительств Таджикистана и Кыргызстана создана комиссия по урегулированию вооруженного конфликта. Стороны обсудили последствия инцидента и договорились о прекращении вооруженного конфликта. Отмечается, что в настоящее время создана совместная рабочая группа правоохранительных и исполнительных органов двух стран, которая работает над созданием благоприятных условий и организацией плодотворных переговоров. Было отмечено, что будут полностью ликвидированы последствия вчерашних столкновений, отремонтированы линии электропередачи и мосты. Мы провели переговоры с администрацией Баткенской области по открытию дороги, и эта проблема будет решена, сообщил Ахмадзода. При этом глава региона призвал жителей приграничных территорий не поддаваться провокациям и эмоциям, не терять политической бдительности. Напомним, вечером в Исфаре глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов и полпред правительства Кыргызстана в Баткенской области Амурбек Суваналиев подписали совместное заявление о прекращении конфликта. Подробнее. 10 часов 40 минут Душанбе. Таджикистан никогда не поступится землями, исконно и по праву принадлежащими ему. 11 часов 20 минут Кулканд. Фейк и провокация. В Джамаате Кулканд города Исфара прекратились обстрелы, и в настоящее время там спокойно, сообщил источник «Азия Плюс» в администрации города. Однако он не сообщил о количестве пострадавших жителей. Кыргызские СМИ, тем временем, сообщают, что в селе Барбардук, в районе Джамаата Кулканд Таджикистана, таджикская сторона взяла в заложники главу села «Интернационал». В администрации Исфары опровергли и назвали это заявление необоснованным, фейковым и очередной провокацией кыргызской стороны. 11 часов 35 минут Исфара. Раджаб Бай Ахмадзода навестил пострадавших. Сегодня утром глава Сагда Раджаб Бай Ахмадзода посетил центральную больницу города Исфары и поинтересовался состоянием раненых в ходе вчерашних столкновений, сообщает пресс-служба председателя области, однако количество раненых она не приводит.